Добрый день, с вами «Акцент». С 25 июня по 3 июля в Якутске пройдет Международный фест-форум языков коренных народов «Наследники традиций». О предстоящем фест-форуме нам сегодня расскажет заместитель министра образования и науки республики Ирина Любимова. Ирина Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Павловна, расскажите, пожалуйста, с какой целью проводится фест-форум? Надо сказать, что этот фест-форум посвящен сегодня Году языков коренных малочисленных народов. Этот год, 19-й год Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций посвящается этому, да? Поэтому мы в рамках этого года очень много мероприятий проводим, и в том числе вот это мероприятие является на статусе международного уровня. Мы ждем очень много гостей и участников этого форума. Кто является организатором этого фест-форума? Основным инициатором, организатором является, конечно, Министерство образования и науки нашей республики, но это мероприятие конкретно под эгидой, под руководством проходит Дома дружбы народов города Якутска. Инициаторами являются они, руководители этого учреждения, и администрации города Якутска. Расскажите подробнее про программу фест-форума. Фест-форум начинается с сегодняшнего дня. Сегодня мы в Доме дружбы народов в 5 часов вечера открываем фест-форум. И все эти дни, в течение 5 дней проходит у нас фестиваль, выставки, мастер-классы, спортивные соревнования ждут наших детей. Какие регионы примут участие в мероприятиях? Надо сказать, что вообще этот форум инициирован в рамках проведения международной конференции по языки в киберпространстве, которая проходит у нас в нашем городе под эгидой, под руководством Северо-Восточного федерального университета. И поэтому все гости будут принимать участие, с разных стран приедут. Вот. Не только регионы России. Не только регионы, но и зарубежные гости мы ожидаем. Поэтому и с разных регионов России, например, как эксперты, да, к нам, например, вот сегодня из Петропавловска, Камчатского края приехали эксперты из Новгородовской детской музыкальной школы, ну и дети нашей республики. Это в основном арктические районы. Заявились более 160 детей из 11 арктических районов нашей республики. Если подробнее про программу, да, какие мероприятия будут проводиться в рамках фест-форума? Фест-форум рассчитан на 7 дней. Это, во-первых, значит, выставка декоративно-прикладного искусства народов Севера, узоры Севера, мастер-классы по традиционной культуре народов, малочисленных народов Севера, по традиционной одежде северных народов, северный стиль называется. Вот. И, конечно же, конкурсы творческие, это значит фольклорных коллективов, солистов по 5 направлениям, вот вокал, хореография, например, да, устное народное творчество, фольклорно-обрядовое, театрализованная композиция, декоративно-прикладное творчество и видеопрезентации будут, анимации будут. Где пройдут основные мероприятия? Где зритель сможет увидеть? Мы зрителей приглашаем в Дом культуры города Якутска имени Кулаковского. В основном сегодняшнего вечера в 5 часов приглашаем их на концертное открытие. Ну и завтра, послезавтра там будет. Во время городского СХ Туймады, мы их приглашаем в Тюгюльге, Дома культуры, и там будет спортивные соревнования. Еще одна часть этой программы. Насколько я знаю, фест-форум пройдет по 3 направлениям. Да. Расскажите Но подробнее. по 3 направлениям: это творческий блок, это конкурсы разные, да, потом образовательный блок, это мастер-классы, дискуссии будут по значит, сохранению нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов, да, вот, экспериментальные творческие мастерские будут, вот, и 3-й блок — это вот спортивный блок, который будет на СХ Туймады. Любой желающий может принять участие в фест-форуме. Как зарегистрироваться, где зарегистрироваться? Зарегистрироваться можно через сайт Министерства образования, можно просто подойти в Дом культуры, можно позвонить. Все,
мы все готовы по всем этим направлениям работать, но можно и переходить в гости без регистрации, принять участие, соревноваться или послушать мастер-классы. Ирина Павловна, этот год объявлен годом языков коренных народов Севера. Какая работа ведется? Надо сказать, что инициирована эта эгида, как я сказала, что Организация Объединенных Наций. Мы очень рады, что наконец-то на мировом уровне поняли, что этот год очень важен, потому что сохранение языка именно для народа — это самая важная часть, как сохранение народа самого. Мы знаем, что в нашей республике проживают, конечно, малочисленные народы, представители в основном в северных, арктических районах, и большое внимание уделяется именно правительством нашей республики. Мы очень рады, что в этом году отдельное министерство Арктики создано, уполномоченный по малочисленным народам Севера работает у нас очень активно. И поэтому надо сказать, что в плане работы Министерства образования и науки отдельный блок определен по работе с арктическими районами. Да? Надо сказать, что, во-первых, это создание образовательной среды, обучение детей и воспитание на родном языке. Мы мониторим и всячески поддерживаем их. Надо сказать, что это и разработка и публикация учебников на языках малочисленных народов Севера. И надо сказать, что и мероприятия, которые не только сегодняшний физфорум, да, очень много семинаров проходит, очень много конференций проходит для учителей. Поэтому в этом плане мы стараемся, конечно, определить определенные направления работы, да, и какие-то вложения финансовые, да. Но, конечно, есть, трудности сегодня с тем, что у нас арктические районы, расстояние очень большое между общением друг с другом. В общении же проявляется язык на самом деле, да. Во-первых, и во-вторых, я думаю, что это, например, связь, интернет, то, что мы дистанционно пытаемся с учителями работать, в этом плане тоже бывают трудности. Потому что стоимость проезда учителей, вообще авиаперелет и так далее, детей, они очень дорогие, поэтому перевозка детей с арктических районов очень сложно, да, и учителя, когда к нам приезжают, очень сложно бывает. И мы сегодня даже на базе Института развития образования и повышения квалификации Министерства образования сегодня проводим конкурс для учителей Арктики. Отдельный блок конкурса, сегодня как раз закрытие этого конкурса будет. В общем, надо сказать, что мы языки должны родные сохранить, и тем более мы должны пропагандировать, и такие мероприятия мы должны часто вести на родном языке. Поэтому, когда у нас была инициирована, например, работа Института национальных школ, да, она сейчас на федеральном уровне, этот институт сейчас работает, да, но надо сказать, что и они нам помогают очень, хотя они и федеральные, но надо сказать, что не только институт, не только институтом инициированные конференции, которые у нас проходят в республике, да, это всех нас, конечно, вокруг языка родного очень сплачивает, очень объединяет, и нам это все очень помогает на самом деле, да. И на уровне Российской Федерации у нас тоже создан институт языков, родных языков называется, и сейчас именно так сказать, законодательная база обучения, воспитания детей на родном языке. Вопрос ставится на уровне России очень активно нашей республикой, да, инициируется очень много инициатив со стороны республики. Поэтому в этом плане мы должны быть очень активны и должны всячески разные мероприятия, разные виды направления работы провести, чтобы пропагандировать, чтобы сохранить язык, культуру, традиции наших народов. Ирина Павловна, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. С вами был «Акцент». Спасибо за внимание. До новых встреч.